Фестиваль-конкурс проводится в рамках Года педагогов-наставников Российской Федерации и Года труда в Республике Саха-Якутия, а также он приурочен 100-летний юбилей со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. В конкурсе принимают участие хоровые коллективы Исламского, Татинского, Мигино-Кангаласского, Усалданского, Улусов и города Якутска. Уважаемые участники и гости фестиваля, разрешите представить вам наши уважаемые жюри. Председатель жюри, доцент кафедры музыкальной педагогики Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник культуры России Татьяна Николаевна Витесова. Специалист по хоровому искусству, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусства имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Елизавета Степановна Попова. Заведующий предметно-деловой комиссии хоровое дирижирование Якутского колледжа культуры и искусства имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, кандидат педагогических наук, отличник культуры Республики Саха-Якутия Лариса Васильевна Егорова. Заведующий и преподаватель высшей категории отделения хоровой пения детской школы искусств номер 1 города Якутска, руководитель методического объединения хормейстеров детской школы искусств Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия Надежда Егоровна Попова. Преподаватель первой категории Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, лауреат международных и российских хоровых конкурсов Мария Христофоровна Степанова. Слово для открытия республиканского хорового фестиваля конкурса «Рыджик-Джерюме» регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля предоставляется директору Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий Сергею Степановичу Семенову. Добрый день, уважаемые жюри, уважаемые участники фестиваля конкурса. Ежегодно мы проводим фестиваль хорового искусства. Ну, как вы сказали, что в 2020 году это в Дании такой, скажем, очень большой аудиторией, большим количеством участников. Но в этом году считается, что, наверное, для юбилея Сергея Васильевича Рахманинова, да, что тяжело петь такие песни, народ очень многие отказались. Но мы как-то, вот, потому что проходит в рамках Всероссийского хорового конкурса, поэтому условия российского выставили. Потом только подумали, что можно было правильно сказать, что самодеятельные они могут участвовать без исполнения Рахманинова. Да? Но получилось как получилось, ну что сделаем. Но, в принципе, фестиваль все равно пройдет. География 6 регионов нашей республики. И хоровые коллективы, которые мы знаем хорошо, да? У кого-то появился молодой хормейстер, у кого-то есть остались некоторые. Но сейчас, конечно, честно сказать, хоровое искусство переживает не самые лучшие времена, потому что идет смена поколений. Ну, если вы не знаете, что в Чуракинском районе Чапалинском, где ушли старые руководители, да, уступили место молодым, и приходит время как бы возрождения, наверное, да? Ну, поэтому, несмотря на это, жизнь все равно идет, конкурсы должны проходить, и победитель сегодняшнего конкурса будет иметь право участвовать в региональном туре, который будет проходить либо в Владивостоке, либо в Хабаровске. Мы на сегодняшний день еще не определились, и поэтому стимул все-таки есть, да? Знаем, что уже на Дальнем Востоке выезды уже сейчас не так сложны, потому что на
здесь прямое сообщение железной дорогой, поэтому проблем не должно быть. Но это где-то обычно бывает или в мае, или в июне. Поэтому победитель получит путевку для участия в дальнейшем, в региональном конкурсе и, возможно, и во всероссийском. Надо сказать, что все равно сегодня будет день такой, наверное, все-таки конкурс, и поэтому я желаю, чтобы победил сильнейший. Добрый день, дорогие участники. Поздравляю всех вас с прекрасным конкурсом хоровых коллективов. Считаю, что это очень значимое событие, чтобы любительские хоры исполняли произведения Сергея Васильевича Рахманинова. Это высший пилотаж. Те, кто сегодня будет представлять Рахманинова, я желаю успеха и пожелаю, чтобы знакомство с творчеством этого композитора принесло большое удовольствие, удовлетворение и повысило планку вашего исполнительского труда. Если бы меня спросили, что нужно сделать в России для культуры, я бы посоветовала президенту нашей России сделать следующее. Вернуть хоровое искусство в народные массы, как это было в те далекие времена, когда школа, вуз, предприятия пели, были самодеятельные коллективы во всех предприятиях, и люди за столом тоже пели. Сейчас у нас, к сожалению, пение ушло на последний план. И то, что вы существуете, продолжаете хоровое искусство, это дорого стоит. Все наверняка знаете, что хоровое искусство – это прекрасный, доступный хоровой жанр, в котором вы можете проявить себя и выразить свое душевное состояние. Не секрет, хоровое пение является большим стимулом в жизни. И в горе, и в радости люди всегда пели. Поэтому, участвуя в хоровом коллективе, вы обогащаете свою душу. Вы становитесь чище, прекрасней. И исполняя такие произведения, как «Любовь к родному краю», народные песни, «Любовь к какому-то прекрасному искусству», все это гармонизирует ваше состояние. Вы становитесь гармоничным человеком. А если говорить с точки зрения здоровья, пение – это можно почитать в интернете, какое значение пение придает организму. Это лечебный массаж, это вибрация всего организма, это духовное оздоровление и физическое оздоровление. Лечатся бронхиты, ларингиты. Все заболевания, которые существуют, можно излечить, сейчас уже доказано, произношением буквы А, О, У, С, Т, Д и так далее. И каждая буква несет в себе очень большой заряд энергии. Поэтому то, что вы поете, это прекрасно, но было бы здорово, если бы вы еще своих детей отправляли. Каждый ребенок должен пройти через хоровой жанр. И открывается в хоре мир прекрасного. Если ребенок ходит в хор, он уже начинает слушать красивую музыку, а не ту, которая идет у нас сейчас с экранов, ширпотреб. А дети становятся более гармоничными, они начинают учиться хорошо в школе, оздоравливаются. Поэтому я призываю всех вас, своих детей, обязательно обучать хоровому искусству. В завершение хочу сказать, счастливого плавания всем коллективам в нашем конкурсе, чтобы ветер дул ваши паруса. Всего доброго! Итак, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте мы начинаем нашу конкурсную программу Республиканского хорового фестиваля «Деревня». И на сцену приглашается первый участник конкурса, выступающий в категории «Самодеятельные любительские коллективы» камерный женский хор «Вдохновение» при поддержке Якутского республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения, руководитель, отличник культуры
концертмейстер, лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов Анна Канина. В исполнении коллектива прозвучит произведение Сергея Рахманинова «Богородицы, Девы, радуйся». Дорогие друзья, поддержим друг друга теплыми, дружественными аплодисментами. Слова Елизаветы, перевод Владимира Алтитерсова, музыка Арвида Жилинского «Край родной и любимый». Мой любимый, моя зона.
город Якутск. А сейчас мы приглашаем на сцену следующего участника. Народный хор «Арчи», город Якутск. Следующее произведение Макар Харадоллара, Марк Жирков музыката, как Костактар, Курелара. Народный хор «Арчи» города Якутска. На сцену приглашается следующий участник. Усть-Тартинский народный хор имени Матрёны Васильевны Максимовой. Руководитель Марина Неустроева. В исполнении хора звучит произведение Сергея Рахманинова на слова Алексея Толстого «Хор духов».
Степанова, мелодия Станислава Луковцева «Сеттекут Труя».
Максимовой, село Булун, Тактинский улус. На сцену приглашается Тенгулинский народный хоровой коллектив, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Галина Варламова. Музыка и слова Федора Лобанова, обработка Николая Берестова, Сахадин, Республика Атомных. Тенгулинский народный хоровой коллектив, село Тенгулин, Медино-Кангаласский улус. На сцену приглашается Нарихинский народный хор имени Семена Гавриловича Васильева, руководитель Афанасий Новоприлишин, дирижер Айталы Новоприлишин, концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Станислав Луковцев. В исполнении коллектива звучит произведение Сергея Рахманинова «Литургия святого Иоанна Златоуста». Придите
поклонимся. Слова Алексея Егорова, мелодия Павла Акимова. Келистебель. Thank
Измаильский народный хор имени Семена Гавриловича Васильева, село Балыкта, Усть-Алданский улус. На сцену приглашается Маинский народный хор имени Нины Николаевны Васильевой, руководитель Сергелана Павлова. В исполнении хора звучит русская народная песня «Тонкая рябина». Бортняцкий. Слава, слава Богу, вышли. Is
село Майя, Медино-Кангаласский улус. На сцену приглашается народный хор Нилгухон, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Елена Кадукова, концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Елена Семенова. Слова Леонида Павлова, мелодия Захара Виногурова, обработка Светланы Ивановой. Хоптолов. Слова Николая Некрасова, музыка Сергея Рахманинова «Слава народу», сочинение 15, номер 1. Слава
народный хор «Ургун», село Намцы, Намский улус. Наступила волнительная пора объявить победителей фестиваля-конкурса «Ыры-Дюрюне» регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля. Для награждения участников конкурса на сцену приглашается Надежда Егоровна Попова, заведующий преподаватель Высшей школы отделения хорового пения детской школы искусств №1 города Якутска, руководитель методического объединения армейских детских школ искусств города Якутска, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Коллективы становятся камерный женский хор «Вдохновение», город Якутск, руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Ольга Черкосова, концертмейстер, лауреат Республиканского всероссийского и международного конкурса Анна Камина. При поддержке Республиканского комитета профсоюзов работников здравоохранения Республики Саха-Якутия. Приступаем к награждению хоровых коллективов со званием «Народный». Номинация за вдохновенное исполнение песни «Сеттегут Туруя» присуждается Усть-Тартинскому народному хору имени Матрены Васильевны Максимовой, села Булу, Тартинского улуса, руководитель Марина Кустурина, концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Петр Колорезников. На сцену приглашается специалист по хоровому искусству, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Елизавета Степановна Попова. В категории коллективы со званием «Народный» становится народный хор «Арчи» города Якутск, руководитель Раиса Виноградова, отличник культуры Национальной Республики категории коллектива со званием «Народный» становится народный хор «Ургун», село Намцы, Намский улус, руководитель, отличник культуры ПТР, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Елена Александровна Петухова.
культуры Республики Саха-Якутия, отличник культуры Татьяна Николаевна Нетесова. Дипломом лауреата второй степени регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля «Рюрек-де-Дюрюля» в категории коллектива со званием «Народный» становится Тенгеринский народный хоровой коллектив руководитель заслуженной работы культуры Республики Саха-Якутия Галина Барбанова. Лауреатом первой степени регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля «Рюрек-де-Дюрюля» в категории коллектива со званием «Народный» становится Наихинский народный хор имени Ивана Карповича Васильева, село Казанского, руководитель Афанасий Гаврилович, дирижер Айдарина Гавриловна, концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Станислав Луков. Категории коллективы со званием «Народный», учитывая положение категории коллективы со званием «Народный», учитывая положение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля «Рюрек-де-Дюрюля» об обязательном исполнении произведений Рахманинова, в связи с отсутствием произведений Рахманинова, жюри решило присудить звание лауреата первой степени республиканского уровня Маринскому народному хору имени Нины Николаевны Васильевой. Руководитель Светлана Павлова. Mabuk harahajat kan. Директор Республиканского дома народного творчества, заслуженный работник
открытие, это хоровой коллектив «Вдохновение». Мы взяли на заметку социальной сферы. Надеюсь, что в последующем будет больше участников. И наша мечта, конечно, проводить такие фестивали в каком-нибудь театральном специализированном учреждении, типа театра или балета. Мы постараемся в будущем году воплотить эту мечту. Ну и сейчас. Дипломом окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля 2022 года награждается лауреат первой степени категории ЛК Тынды-Вицкий народный хоровой коллектив, руководитель Варламова Галина Минопетина. В прошлом году и вот награды национального проекта. Благодарственные письма от республиканского